Это ключевое заявление его в Генеральной прокуратуре. Многие не обратили на это внимания. Он честно признался, что за 4 года вот сложилась такая ситуация. То есть он расписался в банкротстве? По моей информации идет попытка оживить экономику. Беслан Халваш, председатель комитета по бюджету, Дмитрий Маршани, зам председателя комитета по бюджету. Значит, там одни законопроекты пришли из правительства, которые требуют доработки. Часть законопроектов сами депутаты предлагают. Поэтому как бы люди есть, которые реально оценивают проблемы. Тот же Дмитрий Маршан на последней сессии парламента заявил о том, что если провести реформы, наш бюджет будет, я сейчас точно не помню цифру, но, по-моему, более 20 миллиардов рублей. Он об этом говорил. И если примут налог с оборота, примут валютный контроль, значит, примут закон о поддержке малого бизнеса, еще предлагался закон о тендерах, ну я простым языком говорю, это тоже очень важный закон, обеспечивающий доступ к бюджетным деньгам для бизнеса. Мы получим определенный толчок. Вопрос касаемый... То есть только принятием закона мы можем получить... Закон – это сигнал для людей, для бизнеса. Нам в реальный сектор экономики надо привлечь более 10 тысяч людей, чтобы они занялись бизнесом. Это возможно? Конечно, возможно. Если мы в период 15-16 год вовлекли более 3,5 тысяч людей, и то обладая минимальными ресурсами, у нас в распоряжении было всего 200 миллионов, это при Сергее Васильевиче, то, что Россия помогла на кредитование малого бизнеса, в распоряжении Национального банка были деньги, и небольшие деньги были в распоряжении правительства. И вот эти вот всевозможные тендеры. Тендеры же проводились не только по строительным работам. Тендеры проводились по любым бюджетным расходам. Значит, это было распоряжение Рауля Джумковича Хаджимова, президента на тот момент. И неважно, что закупало министерство или ведомство, оно обязано было проводить тендеры. То есть деньги расходовались прозрачно и понятно. Это доступ бизнеса к деньгам. И, естественно, если бы 4 года эти реформы проводились бы, тем более все законопроекты находились в парламенте, и они проводить вот эту политику предоставления бесконечных льгот. На эту тему было замечательное выступление на круглом столе Даура Леонтьевича Курмазия. Налоги – это деньги народа. Вы не можете, если народ находится в тяжелом положении, забрать, лишить этих денег народ и отдать богатому иностранцу в обмен на инвестиции. То есть эта политика уже, она видно, уже, что она себя исчерпала. Льготы сегодня не являются основным фактором привлекательности для инвестиций. Где вот реформа госслужбы, где закон об электронном документообороте, это все делает страну понятной для того же инвестора. И этих реформ тоже нет. И, естественно, и инвестиций не будет. Поэтому вот такие у нас результаты, что у страны нет денег ни на модернизацию энергетики, ни на Министерство обороны, ни на поддержку крестьян. Сегодня в мире крестьяне, они сами выращивают культуры, они сами производственные линии закупают небольшие, сами консервируют, сами выходят на рынок. Если им помогает. Да, то есть это идет, знаете, такая, можно сказать, технологическая революция на селе. И почему уже многие десятилетия
села уже называют поселок городского типа. То есть это фактически город должен прийти в село. Они должны там так же жить, как в городе. И они могут себя этим обеспечить, но для этого им надо предоставить инструменты. Тот же закон о лизинге, законы о страховании от урожая или от порчи того же оборудования. Ну, реформ надо проводить очень много, а не сидеть никто и этим не ждать, занимается. что там кто-то поможет. Помогают тому, кто сам себе помогает.